The Merciful Servant и Мирадио представляют. Из серии «Конец времен». Битва Махди. Земля утонет в несправедливости, в войнах и сражениях. И мы наблюдаем это сегодня. Человечество становится все более и более нестабильным, несчастным и жалким, переживая сложности и панические настроения. И когда земля уже поражена несправедливостью и продолжает отравляться ею, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщает нам благую весть о приходе справедливого правителя. Многие ученые соглашаются с тем, что первым из больших признаков будет Махди. Аль-Махди с арабского дословно переводится как «тот, кого ждали», «помазанник Божий», «избранный», «ожидаемый». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что он наполнит землю справедливостью и миром, настолько же, насколько она была наполнена гнетом и злом. И касательно этого правителя приводится 1050 хадисов, 4 из которых считаются сахих, достовернейшими. Его имя Мухаммад. Вы найдете этот хадис в сахих имама Муслима. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Его имя как у меня, и отчество такое же, как мое». То есть его зовут Мухаммад, сын Абдуллы, и он похож на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не внешним видом, но характером. Аллах говорит о пророке: «У тебя, Мухаммад, удивительный характер». Аллах свидетельствует об этом. У пророка совершенный характер. У этого человека, Аль-Махди, характер будет схож с характером пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это часть веры суннитов, что придет человек из рода пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, алейхи салляту вассалям, говорит: «Махди из моего рода, он мой потомок, потомок Фатимы». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Он будет править, он возглавит мусульман и полностью изменит мир». Он наполнит землю справедливостью и миром настолько, насколько она была наполнена притеснением и тиранией. Сколько же лет займет эта трансформация мира, живущего сегодня в страхе и деспотизме? Аль-Махди за очень короткий промежуток времени, с помощью Аллаха, используя свои знания и способности, изменит положение дел в мире от несправедливости к справедливости, от тирании к миру, изменит мир полностью. Али, да будет доволен им Аллах, говорит: «Махди — один из нас, из семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Всемогущий Аллах превратит его в лидера за одну ночь». То есть Махди не знает, что он Махди. За одну ночь Аллах преобразит его. В хадисе упоминается, что умрет король на Аравийском полуострове, и сыновья этого короля будут спорить и бороться за власть. И чтобы избежать ссоры, этот человек, Мухаммад ибн Абдулла, тайно покинет Медину и отправится в Мекку, потому что не захочет быть вовлеченным в конфликт, не захочет враждовать с людьми. Поэтому, отправившись в Мекку, главной его целью станет попытка не быть вовлеченным в борьбу за власть. В то же время люди последуют за ним из Медины в Мекку. Они будут искать и найдут его. Они приведут его к Каабе, и там, против его желания, они принесут ему клятву верности. И как только они дадут эту клятву верности, произойдут две вещи. Первое. Из Сирии выступит армия с целью напасть на потомка посланника Аллаха. Пророк, алейхи саляту вассалям, послушайте внимательно, однажды находился в доме Аиши, да будет доволен ее Аллах. Он спал и во сне начал двигаться, так, будто ему было неудобно.
И этого с ним никогда прежде не случалось. Беспокойство во сне настолько сильное, что заставило его двигаться. Когда он встал, Аиша сказала: «О посланник Аллаха, я видела, что ты делал то, чего обычно не делаешь». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Странное дело. Придет армия из Сирии, из числа моей уммы, и будет искать человека, моего потомка, чтобы напасть на него». Итак, первые, с кем будет сражаться Махди, будут из числа арабов, и они выступят под знаменем ислама. Но они заблудшие, пошедшие по неверному пути. И когда они приблизятся, часть из них, Аллах, субхану ва тааля, сделает так, что земля поглотит их. Они погибнут. Останется лишь 1-2 человека, чтобы рассказать другим. И когда это случится, люди поймут, что это он и есть, Махди. И люди, которые это поймут, будут первыми, кто последует за ним. Черные флаги поднимутся над Афганистаном, и люди под этими флагами пойдут к нему. Они пересекут многие земли, придут и помогут Махди. Другим признаком Махди, говорит посланник Аллаха, станет то, что он будет сражаться с армией, подготовленной против него в Персии, ныне называемой Ираном. Будет ли та земля называться к тому времени Ираном, одному Аллаху известно. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам в Сахих Муслим, что это будет армия из Персии. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сообщает, что Махди их также сотрет, что он уничтожит их, полностью лишив сил и разоружив. У них не останется ни влияния, ни возможностей. Это вторая армия и второй признак. Эпоха Махди — это время постоянной борьбы. Придут мусульмане, а с другой стороны придут их противники, чтобы столкнуться с ними лицом к лицу. И число противников будет огромно. 80 знамен, 80 разных флагов, и под каждым флагом будет по 14 тысяч человек. Он говорит, все они будут сражаться. Пророк назвал эту войну гигантской, и ученые говорят, что Махди возглавит ее. Гигантская война. Масштабное противостояние. Вы увидите летящие предметы или птиц, нечто летящее по краям зоны военных действий, не имеющее прямого отношения к войне, и это будет падать с неба, падать вниз. Некоторые ученые, анализируя эти сообщения, приходят к выводу, что здесь, возможно, идет речь об атомной войне. Нечто, что заставит птиц и объекты в небе упасть. Когда противоборствующие стороны встретятся, и мусульмане увидят своих противников, треть мусульман убежит. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что Аллах никогда не примет их раскаяние. Потому что бегство с поля боя подрывает боевой дух каждого, кто не отступил. И начнется сражение. Битва будет отчаянная и жаркая. И треть мусульман умрет, а треть победит. Всего треть выживет и победит. И на поле брани они будут собирать останки павших и трофеи войны. И в хадисе говорится, в каждом роду и племени из каждой сотни человек погибнет 99, лишь один выживет. Если, например, в семье было 100 человек, останется только один, остальные мрут. Он говорит, в тот день мусульмане не будут радоваться трофеям, потому что кому оставлять все это в наследство? Все семьи мертвы. Большинство людей погибли. Вот так вот жестоко. И сказано, если в семье было 100 человек, лишь один из них останется в живых. Так как же он сможет быть счастлив? И каких потомков он оставит в будущем?
И весь мир уйдет из наших сердец. Это означает, что полностью исчезнет увлечение мирской жизнью. Все, чего мы будем ожидать, это встречи со своими семьями в будущей жизни. И жаль, что Аллаху Субхану ва Тааля приходится силой забирать этот мир из наших сердец, этот материализм, который сегодня закрался в сердца и поглотил многих из нас. И что же произойдет после столь огромного несчастья, такого колоссального сражения? О чем же говорится в книгах, предупреждающих нас об Армагеддоне? И вот, когда они только что стали победителями и собирают трофеи на поле битвы, к ним обратится голос: «О мусульмане! Даджаль пришел на ваши земли! Возвращайтесь поскорее к вашим семьям и домам, потому что явился Даджаль». Ад-Даджаль, в Библии называемый Антихристом. И одним из главных признаков конца станет появление Даджаля, Антихриста. Поэтому имам Аль-Махди отправит 10 людей, 10 всадников на разведку для сбора сведений, убедиться, что вести верны. И посланник Аллаха, да благословит его Всевышний Творец и приветствует, говорит: «Я знаю их имена, и я знаю имена их отцов, и я знаю окрас их коней. Они будут лучшими всадниками того дня». Они поедут и увидят, что пришла беда, что пришел Даджаль. Кто же этот Даджаль? Первый из больших признаков судного дня. И когда он проявится, остальные признаки посыпятся друг за другом, как бусины на ожерелье.